Вопросов по границе с северными соседями нет, уверяли чиновники, но у депутатов они были. И потому парламентарии продолжали выстраиваться в очередь на табло. Им сегодня представили документ о ратификации договора между Кыргызстаном и Казахстаном по определению границ земельных участков. Этот договор, напомним, был подписан 25 декабря прошлого года в городе Астана. Но все процедуры по делимитации были завершены еще 10 лет назад. И несмотря на то, что переговоров по ряду участков было много, по некоторым из них так и не удалось отстоять наш интерес. Вдоль реки Чу идет дорога, и на определенном участке трасса уходит за границу соседей, а потом снова возвращается на нашу территорию. Как там решался вопрос? Мы 6 раз вели переговоры по этому участку, предлагали разные варианты обмена, но соседняя сторона не согласилась, поэтому все осталось так же, как было обговорено по соглашению от 2001 года. При подписании договора был еще один документ как раз по участку трассы 800 метров. Отдельное соглашение. Согласно нему, в случае, если соседнее государство решит закрыть границу в этом месте, предупредить они должны нас заранее, за 48 часов, чтобы мы постарались решить вопрос. И что, если вдруг граница будет закрыта? За эти 48 часов вы построите новую дорогу в обход, что ли? И еще, граница у нас идет как раз по руслу реки, а она меняет свое направление. Вы говорите, что после демаркации, даже если изменится русло, то граница останется. Так надо проводить разъяснительную работу с населением. Они думают, что там, с казахской стороны, копают русло и земли отбирают. Но проблемы река все-таки создает. Работы по укреплению берегов с нашей стороны начались пару лет назад, в то время как казахи со своего края делают это уже 20 лет и потратили порядка 6 миллиардов тенге. Мы же за период независимости потеряли около 500 гектаров. Отталкиваясь от дамб, вдоль соседских берегов воды накатываются на наши территории, смывая сельхозугодия, дворы жилых домов, километры дорог и даже подмывая линии электропередач. У нас на границах всегда проблемы из-за воды. Вдоль дороги на Иссык-Куль по объездной Чу размывают дорогу. И не только. Какая ситуация с укреплением берегов? Начиная с 2012 года строятся дамбы. На этот год предусмотрено 6 участков на 79 миллионов по смете. Уже 75% выплатили. До конца года должны реализовать все поставленные задачи. Всего опасных участков вдоль Чу, по данным специалистов, около 40. 12 из них наиболее проблемные. Если их не укрепить впоследствии, есть риск потерять до 1000 гектаров. Прекращена на сегодня и выдача лицензий на разработку песчано-гравийных смесей, что также сильно способствовало размыву берегов. Ну а за деятельностью предпринимателей, которые уже занимаются добычей стройматериалов, следит МЧС вместе с Госпогранслужбой. С казахской стороны было проведено ограждение, а с нашей нет. Но установлены пограничные знаки. Например, когда едешь на Иссык-Куль, близ Токмака есть ограждение, а дальше нет. Надо или полностью закрыть, или открыть. Получается так, что 99 дверей закрыты, а одна открыта. Установить ограждение по всей протяженности обещают сразу после принятия документа о демаркации, и деньги на проволоку и сетку будут. На сегодня на границе казахской стороной установлено 257 столбов, а кыргызской – 273. Но протяженность всей межи составляет 1257 километров. После установления столба граница считается уже определенной. Вопросов между сторонами теоретически нет, но до сих пор есть недовольство по спорным участкам. Были вопросы по разным участкам, где-то 6 гектаров, где-то 3 гектара, но в паритетном порядке были решены. И с нашей, и с казахской стороны были внесены предложения. В 2001 году полностью завершили делимитацию, договор подписали, а в 2008 ратифицировали. И на основании этих законов мы вносим сегодня вот этот документ. Едва ли не каждый третий депутат задавал вопрос о ситуации по Джайло-Каркыра, что в Иссык-Кульской области. И сегодня я хотел бы обратиться к членам правительства. Прошу дать разъяснение по Каркыре, так как в народе говорят разное. Надо предоставить людям информацию по обмену, который был проведен. Был ли ущерб, сколько потеряли или сколько приобрели. По этой территории много раз проходили переговоры, и депутаты прошлого созыва даже выезжали на место. Создавалась депутатская группа. И решена ситуация была путем обмена. Но это уже секретная информация. В письменном виде вам направлю, но скажу, что ущерба точно не было. Просто я, например, знаю, сколько отошло нам и сколько им, и мы наоборот с выгодой вышли. И еще хочу обратить внимание на контрольно-пропускной пункт Акджол. Там очень часто пробки. Примите меры, разгрузите. Машины ладно, но люди в очередях стоят. Есть же современные технологии.
Ситуация на казахской границе всегда отличалась спокойствием, и потому как таковых замечаний со стороны депутатов к документу не было. Наиболее проблемными сегодня остаются пограничные зоны с Узбекистаном и Таджикистаном. Конфликты между населением с участием пограничников там происходят постоянно. В начале лета серьезная стычка произошла в Лелекском районе с перестрелкой и задержанием таджикских погранцов. Вопрос границ сложный. Какое бы решение ни принимали, никто никогда в двухстороннем порядке полностью на 100% не будет удовлетворен. Надо активнее продолжать переговоры по южным границам. 2 месяца назад снова поднимался вопрос. Люди сами просили оружие и говорили, что будут защищать границу. Мы не должны доводить ситуацию до этого. Веками жили дружно, а в момент стали врагами. По Таджикистану мы говорили уже пограничникам, что не должны брать в плен, заламывая руки. В Европе ограждения убирают между странами, а у нас сетки и проволоки. Вторая сторона поставила самостоятельно столбики, вы говорите. Нам, напротив, надо сделать так, чтобы все это было убрано. С Таджикистаном граница самая короткая – 972 километра, из которых утверждены только 500. С Узбекистаном в последний год делимитация сдвинулась с мертвой точки. 1375 километров общая протяженность, неописанными остались 5%. С Китаем делимитация завершена полностью. Елена Яковлева, Бакыт Кушалиев, НТС.